Здравствуйте, дорогие друзья! Шумбратадо, Ялгат! На сегодняшнем занятии мы с Лисичкой Ревеськи познакомим вас с интересной и важной темой. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила для вас, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Лес – это сказка, лес – это дом, лес – это друг. В лесу я видел огород, на грядках зеленели побеги всех родных пород, березы, сосны, ели. Как вы уже поняли, наш сегодняшний урок будет посвящен великому богатству нашей Родины – лесу, а именно хвойным и лиственным деревьям, произрастающим в лесных чащобах. Тема нашего сегодняшнего занятия – вильсы в лесу. Друзья, на территории нашей Мордовии благоприятные климатические условия позволяют произрастать разным видам деревьев и кустарников. Сегодня мы с вами отправимся на прогулку в лесную ниву и познакомимся со словами, относящимися к нашей сегодняшней теме. Ребята, а что же такое лес и как это слово звучит на эрзянском языке? Ребята, на эрзянском языке лес – это виль. Лес – это множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами. Дерево по-эрзянски – чувто, деревья – чувтот. Правильно, ребята, вы молодцы. Друзья, а теперь попробуем связать наши новые слова со словами-признаками. Лисичка, поможешь нам? Конечно! Ребята, повторяйте за мной. Покшвиль – большой лес, мазывиль – красивый лес, сери чувто – высокое дерево, алкини чувто – низкое дерево, эчки чувто – толстое дерево, човини чувто – тонкое дерево. Ребята, деревья делятся на лиственные и хвойные. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них и научимся называть их на эрзянском языке. Самым могучим деревом леса считается дуб, по-эрзянски туму. Именно дуб наши предки считали священным деревом. Продолжительность жизни этого дерева составляет 500 лет. Но есть и долгожители, которым более 1000 лет. Осенью на дубах созревают желуди, по-эрзянски серя. О следующем дереве в нашем родном мордовском фольклоре сложено немало легенд, пословиц, поговорок и сказок. Речь идет о березе, по-эрзянски килей. Это дерево для наших предков всегда было связано с женским началом, поэтому березу часто сравнивали с юной, прекрасной девушкой, которая нарядилась в зеленую косынку. Именно рябина, по-эрзянски пизелкс, славится своими душистыми цветами, появляющимися в начале лета и привлекающими внимание пчел. Однако осенью листья этого дерева окрашиваются в багряный цвет и радуют лесных жителей розовыми гроздями ягод. Название следующего дерева переводится с латинского языка как «острый» из-за оригинальной формы листьев. Да, ребята, речь идет о клене, по-эрзянски укштор. Это дерево обладает большими листьями, красивыми, резными, пятиконечными. В старину из клена мастерили кухонные приборы и весла для лодок. Следующее дерево с пышной кроной и душистыми цветами можно встретить в скверах и парках. Как вы догадались, друзья, мы говорим о липе, по-эрзянски пекша. В старину считалось, что в липу никогда не попадает молния, и люди не боялись укрываться под ней во время грозы. Также из этого прекрасного дерева изготавливают посуду, кухонную утварь и мочалки. К лиственным деревьям относится также осина, по-эрзянски пой, которая недаром считается шумным деревом, ведь ее листья начинают трепетать и шелестеть от малейшего дуновения ветра. А еще осину иногда называют спичечным деревом, так как из ее мягкой древесины изготавливают нужные для всех спички. Ребята, все запомнили? Молодцы! А теперь вместе со мной еще раз повторим эрзянские слова, обозначающие лиственные деревья.
Килей – береза. Пекше – липа. Пизелкс – рябина. Пой – осина. Тумо – дуб. Укштор – клен. Молодцы, ребята! Ну а теперь вспомним с вами, какие деревья относятся к хвойным. В отличие от лиственных деревьев, хвойные деревья не сбрасывают хвою осенью, а их смолистый аромат очищает и оздоравливает воздух в жару и в мороз. А относятся к ним наиболее распространенные в мордовских лесах ель и сосна. Ребята, назовем вместе с вами, как будут звучать ель и сосна по-эрзянски. Куз, ель, пича, сосна. Молодцы, дорогие друзья! А сейчас для закрепления изученного материала лисичка загадает нам загадки на эрзянском языке. А мы попробуем их отгадать. Лисичка, начинай! Мы готовы с ребятами! Ребята, будьте внимательны. В каждой загадке спрятана подсказка. Варманшкани то сумоли уфт, касать ламудоя кламу чуфт, килить, тумат, пичать, сирть, те таркант лемезе. Лисичка загадала нам место, в котором в ветреную погоду слышится гул. Там растет много деревьев. Березы, дубы, сосны, ясени. Конечно же, это лес. Молодцы, ребята! Послушайте другую мою загадку. Кизна шубасо, тельня штапо. Летом в шубе, зимой голый. Конечно же, речь идет о деревьях. Правильно, ребята? Молодцы, ребята! И, наконец, последняя моя загадка. Ашурутя рунгузо, пиже викшнись патязо, алум новольс челензе, тунда симить ведензе. Лисичка загадала нам дерево, которое имеет белоснежное тело, вышитый зеленью платок, распущенные волосы, а еще весной сок этого дерева можно пить. Ребята, догадались? Конечно же, это береза. Молодцы, ребята! Справились с непростым заданием. Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Мы надеемся, что наш урок вам понравился, и вы с нетерпением будете ждать нашей следующей встречи. Не мазанок вечки Виксялгат. До встречи, дорогие друзья! Вас то мазанок. До свидания. Кто не мазы, у Маричу, кто